Предлагаем вашему вниманию все о Намской централизованной библиотечной системе. Из архивных материалов известно, что в 1920 году в селе Намцы работала общественная библиотека, библиотекарем был назначен Охлопков Иван Семенович. В 1937 году на базе общественной библиотеки была создана первая районная библиотека. Первыми библиотекарями были Мария Петровна Данилова, Татьяна Матвеевна Монастырева. В 1975 году библиотеки Улуса были объединены в единую централизованную библиотечную систему. Сегодня в Намской ЦБС действует Центральная Улусная библиотека имени Николая Михайловича Рыкунова, детская библиотека и 18 сельских библиотек. По Улусу библиотеки обслуживают более 15 тысяч читателей. В книжном фонде насчитывается более 200 тысяч книг. Многие годы в разное время в Нанской ЦБС проработали энтузиасты библиотечного дела, как Матвея Матрена Николаевна, Охлопкова Мария Алексеевна, Ноева Анастасия Степановна, Попова Полина Петровна и другие. Ими внесено в практику работы ЦБС много нового интересного, не потерявшего своего значения и сегодня. С 1999 года Намская центральная Улусная библиотека носит имя Николая Михайловича Рыкунова, писателя, уроженца Намского Улуса. Библиотека обслуживает более 4000 читателей. В фонде же насчитывается более 53 тысяч книг универсального содержания. В библиотеке выписывает 126 наименований газет и журналов. В настоящее время библиотека выступает как информационный, культурный и образовательный центр. Читателям предоставлены читальный зал, абонемент, зал периодики. Большое внимание уделяется обслуживанию юношества. Действует юношеская кафедра. Коллектив ищет и внедряет новые формы и методы работы для привлечения читателей. Читателям предлагаются сегодня дополнительные библиотечные услуги, как ночной абонемент, коммерческий фонд, платный абонемент. В течение нескольких лет действует любительские объединения «Цветовод», интеллектуальное казино «Логос». Как информационно-образовательный центр, отдел принимает участие во всех проводимых мероприятиях Улуса. Невозможно сегодня представить современную библиотеку без компьютеров. Компьютеризация – одно из приоритетных направлений развития библиотек. В информационно-библиографическом отделе ведется работа по формированию электронной базы данных картотеки статей, по изданию библиографической базы данных по краеведению. Для специалистов и читателей предоставлена возможность выхода в базы данных Национальной библиотеки, пользоваться услугами интернет-связи и по электронной почте. Развивается также сеть нетрадиционных услуг с помощью компьютерной и множительной техники. Это ксерокопирование, набор и редактирование статей, изготовление рекламных буклетов, сканирование текстов. В библиотеке существует также отдел, который малоизвестен нашим читателям. Однако работа библиотеки в целом немыслима без существования этого отдела. Это отдела комплектования и обработки. Главная задача этого отдела – ориентация книжного фонда на пополнение и запросы широкого круга пользователей. Фонд Намской ЦБС насчитывает более 200 тысяч книг с универсальным содержанием. Большая работа проводится по организации подписки на периодические издания. В ЦБС Центральные библиотеки выписывают более 200 наименований газет и журналов, сельские библиотеки – более 308 комплектов периодики. Координирующим и организующим центром деятельности ЦБС сельских библиотек является методический отдел. Основная задача методистов – организация реальной практической помощи, внедрение инновационных форм в работе библиотек. Метод-отдел предлагает сценарии, методические разработки по творчеству писателя актуальным и знаменательным датам. Фонд детской библиотеки сегодня насчитывает около 240 тысяч книг, выписывает периодику для детей и юношества 74 наименований, газет и журналов. Обслуживает более 2000 читателей дошкольного, детского и юношеского возраста. Для читателей же сегодня предоставлены абонемент, читальный зал. С каждым днем увеличивается число читателей детей. В детской библиотеке действует постоянная выставка галереи читателей, проводятся игры, конкурсы, действуют объединения «Между нами девочки», «Гимназист», «Улыбка» и другие. В последние годы важное место заняла в работе библиотек приоритетное направление, которое позволяет полнее раскрыть способности и интересы библиотекарей и в то же время сохранить универсальный характер библиотеки. В Намской ЦБС действуют библиотеки с приоритетным направлением, как Идейская, как библиотека информационный центр для молодежи, Перухомуставская, как библиотека семейного чтения, Партизанская, Хатырская, Хамагатинская, Хатынарынская имеют краеведческое направление, Салбанская экологическая, Тюбятская этноэкологическая.
Изменить роль и место библиотек в обществе, сделать ее социально значимым учреждением помогает программное и проектное планирование. Сегодня наши библиотеки работают по программам и проектам, как, например, Хатырыкская, Дойдумина Хатырык, Первый устав, Здоровый образ семьи, Тюбятская экологическая культура, Идейская мир твоей профессии, Детская библиотека «Мир вокруг нас» и другие. Наши кадры. Под ЦБС имеется 38 библиотечных работников. Из них имеют 24 специалистов с высшим библиотечным образованием и 3 заочника вузов культуры. Наши успехи, многие библиотеки приняли участие в республиканских конкурсах и были отмечены дипломами и благодарственными письмами. Заканчивая представление Намской ЦБС, хочется еще раз с оптимизмом отметить, что у библиотек будущее светлое, они нужны людям сейчас и будут нужны всегда. Уважаемые читатели, здесь всегда вам рады, мы все время рядом, только к нам скорее поспеши. Здесь любой подыщет то, что в жизни ищет пищу для ума и для души. Мы же, библиотекари, будем живы, работать, творить, внедрять новое, достойно нести высокое звание библиотекаря.